Костас, доброе Костас, утро. здравствуйте. Привет, доброе утро. Спасибо большое, что согласились на интервью в прямом эфире. Спасибо вам, что пригласили. Как у вас Ну что, сегодня погода? приступим? Да. Да? Костас, рада тебя видеть. Вот Тоже. давай для начала расскажи немного о себе. Где ты родился, учился, какие-то яркие воспоминания из детства? Ой, начнем издалека, да, тогда? Да. Ну, я родился в Бердикестяхе, это горный район, хочется сказать, среди гор, скал и водопадов. Очень живописное место. Ну, если без шуток, то да, хорошее такое, на самом деле, интересное детство было, как в книжках. Походы, вот все эти приключения, речки, озера. И то, что природа была совсем рядом, это тоже очень хорошо оказывается. Ну, из ярких воспоминаний, знаете, вот до сих пор я помню очень хорошо, как я нашел однажды у бабушки в доме очень большую книгу, очень с красочными иллюстрациями. Это была книга сказок, причем очень старая, где-то, наверное, 50-х годов издания. Ну, тогда же делались очень такие основательные, шикарные такие книги с Да, такими да, да, очень на века. красивыми, яркими, да, иллюстрациями. Но книга была старая, и многие страницы были потеряны. И когда я читал, то очень многие сказки у меня до сих пор из этой книги, получается, не имеют начала, либо не имеют конца. Мгм. Вот. И они очень сильно, как-то очень сильно повлияли. Потому что вот я до сих пор помню одну такую сказку, где к молодому врачу однажды ночью приходит человек, укутанный вот такой в темный плащ, и говорит, что вот в замке у графа только что умерла дочка, и надо вот туда пойти, осмотреть. Мгм. И вот ведет его ночью в этот замок, заводит его в спальню, и действительно на кровати лежит молодая, красивая девушка, мертвая. И он говорит, ну вы приступайте к своим делам, а я вот отойду, да, пока там успокою родителей и прочее Мгм. такое. И врач начинает, ну, приправить. И еще было условие, что вот мы хотим, чтобы надо разделить голову девушки и еще вынуть сердце. Потому что мы хотим похоронить ее в 3 разных местах. То есть тело отдельно, Мгм. голову в другом месте, а сердце вот в какой-то монастырь отправить. В принципе, я потом понял, что в Европе это нормальное в то время было Практиковалось, практикой, да? вот хоронить в разных таких этих. И хирург начинает приступать вот к своим обязанностям. Да, он делает надрез, а потом вот рассекает горло. И тут девочка оживает, все забрызгано кровью, она начинает там в агонии биться, врач в ужасе, не знаю, он, получается, просто убил эту Человека. девушку, да, и да, он в ужасе, не знает, что делать, хочет кого-то позвать, но при этом понимает, что сейчас будут последствия. Мгм. Он бежит из замка, понимая, что за ним будет сейчас Погоня. погоня. А дальше страниц не было. Костас, во О, сколько лет ты эту сказку читал? Мне, наверное, было где-то, я в 3 классе или 4 классе было. Ну, психика, И наверное, я не до сих сильно пор не крепкая знаю. была еще в то время, да? Раз такое впечатление произвела она на тебя. Да, впечатление очень такое сильное Сильная. Мгм. произвела. И что интересно, вот все время работало воображение. Да чем же закончилась эта история? Вот, что дальше-то случилось? А страниц не было. Я потом даже к бабушке вот показывал, да, говорила, а что дальше случилось? А бабушка так удивилась, откуда ты нашел эту книгу? Я даже не помню, что она у нас такая была. Да, действительно. недосказанность. И Недосказанность. вот, да, и это вот такая
недосказанность, может быть, даже потом сильно повлияла, потому что мне нравятся Подстегнула. Мгм. незаконченные финалы, и нравится, когда работает воображение. Вот, Костас, тебе уже комментарии, видишь, пишут. Шикарный Да. фильм. Ичи боюсь смотреть, но уверена, что суперский тоже. Да, согласна. Не бойтесь, не бойтесь, да. Фильмы ужасов как раз-таки созданы для того, чтобы мы отреагировали какие-то свои внутренние тревоги Мгм. и получили, наоборот, освобождение. Гельштадт Мгм. закрыли какой-то. Ну, сразу перейдем к вашим фильмам тогда. Какие были сложности на пути создания, на пути создания фильма «Мой убийца»? Сложности? Ну, сложности, наверное, больше такого творческого и технического плана, да, в плане... Там же сама повесть, на которой мы основывались в 70-х годах 20 века происходит. И вот надо было просто перенести на наше время. Там были именно такие, ну, бытовые именно сложности, потому что жизнь очень сильно изменилась с тех пор. Мгм. Ну, мне кажется, получилось. Мы Да. преодолели. Согласна. Да, я буквально вот вчера посмотрела фильм «Ичи» и под впечатлением тоже осталась. Да. Я звала еще летом дочек своих в кино, но как-то у нас не сложилось то одно, то другое. Очень насыщенное оно такое было лето, но вчера посмотрела, этот пробел восполнила, и, конечно, Костас, ты большой молодец. А ты до конца посмотрела? До конца посмотрела, да. Ну, после титров тоже. Нет? Да, мы об этом поговорим. Да. Да вы что? Ну вот, я посмотрел упустила сегодня самое утром. интересное, видимо. Там вот это вот, да, это сцена, которая, в общем-то, складывает все пазлы. А я еще читала рецензии, там были, значит, комментарии о том, что как вам не как вам концовка, а что она значит, как вы ее для себя расшифровали. Ну, я думаю, ну, вроде бы все как бы очевидно, а я, видимо, ее и не видела. Да, понятно теперь, восполним. Мгм. И следующий вопрос от Марии. Ну да, мы тут Мгм. подготовились, Костас, я так волновалась, у меня, видишь, как-то опыта последнее время совсем нет. Вот, немножко я навык утратила, поэтому я буду подглядывать, ты уж извини. Не, ну, Вот по поводу, значит, школы, да, в школах нас учат, как правило, по единым стандартам, а школа в творческой среде– это какие-то классические примеры, и все равняются на них. Возможно, с таким мгм. подходом убивают индивидуальность и оригинальность. Стоит ли учиться, чтобы быть режиссером? Ну, всему стоит учиться. Вопрос, где и как, Мгм. да? Потому что особенно кино – это такая профессия и такая специальность такая, где на самом деле никто не знает, как правильно. Мгм. То есть это То есть постоянный правила поиск. это, да, вот когда говорят, да, что мы знаем, как правильно, и мы знаем правила, и надо вот так, так-то, так-то снять, не верьте. Мгм. Никто не знает до конца вообще, потому что, ну, как все время все меняется, да, вот если бы были какие-то устойчивые правила, то кинематограф бы, наверное, до сих пор бы пользовался теми приемами, которые разработаны были в 40-х, Мгм. 50-х годах, и, в общем-то, для этого все достаточно, да. Но все время жизнь же меняется, знания меняются, мы меняемся, поколения сменяют друг друга, и каждый раз возникает, получается, белый лист, все Мгм. надо начинать сначала. Да, есть какие-то базовые правила, но они иногда работают, иногда не работают. Это больше как Поэтому инструмент, вот, наверное, да? да, это Мгм. больше как направление, да, Мгм. вот есть какой-то, например, жанр, да, комедии. Мгм. Да, вот если брать историю, то раньше, например, нравились комедии, где там тортом кидались в лицо, да, все падали, кого-то там били. Подскальзывались на банановой кожуре. А Так, у нас что-то со связью. Мгм. такими приемами, то, конечно же, это
не сработает. Тут все по-другому стало. Поэтому никто не знает, как правильно, научиться надо. Хотя бы насмотренность. То есть надо смотреть. Тренировать И желательно насмотренность, вот, да. да. И иногда вот в фильмах очень старых, 50-х, 70-х годов, ты вдруг замечаешь какой-то прием, который тогда остался незамеченный, просто прошло, либо как странность какого-то фильма, либо просто как некое такое момент. А он сейчас очень работает и очень интересно смотрится. Мария, мы немного поменяли очередность вопросов, поэтому мы сейчас сразу перейдем к Давай не фильму «Мой будем... убийца». Давай, да. Ага. Вот когда я смотрел фильм «Мой убийца» в кинотеатре Сайсары Кюльге, меня очень впечатлило в первую очередь качество звука, качество картины и виды природы нашей Якутии. И как удалось достичь такого высокого художественного уровня? И вы задали такую большую планку, высокую, для следующих якутских фильмов. Ну, тут больше, наверное, все-таки вопрос в команде и то удовольствие, которое мы получали при работе. Потому что если команда получает какой-то вот внутренний драйв и хочет и дальше, вот искать что-то делать, это всегда потом чувствуется в кадре, это всегда вот эта энергетика, она заражает потом зрителя, который смотрит. Это всегда так бывает, это потом вот, когда переосмысляешь все это, ты понимаешь, вот, насколько важна на самом деле атмосфера и чувство, с которой кино снималось. С искрой. Кстати, вот это, кстати, и в литературе очень чувствуется, да, потому что часто бывает так, что написано бездарно, не очень хорошо, с точки зрения каких-нибудь там, да, изысканных интеллектуалов, очень просто, но при этом автор получал колоссальное удовольствие, описывая вот ту или иную историю, и она потом передается читателю, и в этом успех, наверное, очень многих, скажем так, тех же детективов, да, либо там любовных романов. Понятно. Костас, скажи, пожалуйста, как собирали команду, как проходил кастинг к фильму «Мой убийца»? С этим легче, конечно, да, потому что у нас есть много театров якутских, и в принципе ты примерно уже понимаешь, какой типаж тебе нужен, какая энергетика от актера, а так как они вот рядом, да, ты постоянно ходишь на их спектакли, ты так или иначе понимаешь вот диапазон этого актера. Поэтому можно сказать, у нас как получилось? У нас уже был каст, то есть мы понимали, что вот Лавернов прекрасно бы исполнил роль следователя, да, что у Галины есть очень интересная вот такая загадка в самой ее уже личности. А вот истории пока не было, и мы буквально вот под них писали. Понятно. Да. То есть примерно вы уже понимали, кто какую роль сыграет. Да. Но это от фильма к фильму, да, потому что каждый раз, вот в «Ветчи», например, была другая ситуация. Там мы очень долго, вот история была, а мы очень долго искали именно, в кого бы его воплотить. И там отсматривали довольно-таки серьезно. То есть было по 3-4 претендента на каждую роль. Да, и при этом они рассматривались серьезно, и если бы они были утверждены, и фильм бы приобрел немножко другое звучание, потому что у каждого актера своя физика, своя вот энергетика, и оно, несомненно, влияет на историю тоже. Ну вот, например, если бы, Мария, ты согласилась бы сыграть в фильме «Ветчи», да, это была бы совсем другая история, вот, скажем, в роли Лизы. Не то слово. Да. Ну, то есть это не только
то есть поиск актера, господи, как бы сформулировать-то, не только на роль Лизы, я так понимаю, да, был такой продолжительный и подробный каст, но и на роли, то есть, других героев тоже, Да, ну, то есть да. какое-то время пришлось потратить. Угу. Да, несомненно. Просто вы уже отметили, что... Что? Ага. Там связь что-то. Нет, Да-да-да. Ну вот мы хотели... Мы понимали, да, что, например, если мы утверждаем вот этого актера, то вслед за ним другие актеры. У нас так получилось, что вот у некоторых актеров не получалось, и тогда менялся вообще весь состав. Потому что вот если ты поменяешь один пазл, он уже не работает с другими пазлами. И не течет вот эта вот психическая энергия. Поэтому, да, мы, по-моему, 3 или 4 раза кардинально меняли весь состав. Вообще весь. Не было такого актера, который был изначально утвержден и вот прошел от начала до конца. Ну вот в этом и сложность, наверное, основная, ну, как бы одна из тонкостей вот, работы над фильмом. Вот вы отметили, что повесть Немохова основана на временах СССР. Если бы у вас была возможность показать это время, какие выигрышные детали показали бы и, ну, вообще, что бы поменяли? Если бы... Ну, там в повести... повести. Да, там... Ну, в повести там очень большое внимание уделяется криминальной составляющей этой истории, да, то есть вот эти вот сходки воровские, их какие-то там квартиры, где они тайно встречаются, вот этот вот ресторан, где они там гуляют. Ну, то есть это была какая-то такая, ну, как Глеб и Жеглов, да, с воровской малиной и прочее это дело. Мы как-то вот решили вот всю эту, весь этот антураж в современной интерпретации увести куда-то туда, чтобы она просто чувствовалась за кадром только, а не смаковать все это. И больше сконцентрироваться именно на деталях расследования, на жизни оперативников. А тайна все должна была вот где-то там в атмосфере разлиться и чувствоваться только чуть-чуть. Спасибо. Мария? Мы так чеканим вопросы, хочется очень плавно беседу вести, а вот я волнуюсь, например, и получается как-то вот не так, как хочется. Извини, пожалуйста, Костас, я вот опять такой... Нет, давайте вот как бы, да, расправил нет, да, расправил нет, раз мы не знаем, да. Раз действительно как бы, давайте все пойдет вот спонтанно, это даже лучше. Давай, да. Давай. Чтобы, да, не застревать. Костас, вот якутское кино считается феноменом нашего времени, да, с этим сложно не согласиться. И о том, как, что и как качественно снимают якутские режиссеры, писали не только российские, но и международные СМИ. Каким ты видишь будущее кинематографии в Якутии? В чем, на твой взгляд, секрет успеха и, возможно, какие-то подводные камни, я не знаю? Подводные камни? Ну, сложности, скажем так. Да, ну явление уже само собой сложилось, а раз уже явление есть, то оно уже будет существовать так или иначе. В любом случае придут и новые поколения, и новые люди, и у них уже будет другой взгляд на мир, и будут другие истории, и это хорошо. То есть должна, наверное, сложиться вот именно такая преемственность и смена поколений. Вот я, когда снимал «Ичи», например, я очень много пересмотрел и опирался на старые якутские фильмы ужасов. «Сеттер-серь», «Маппа», «Сайылык». И очень многие приемы и атмосферу я искал именно там, чтобы вот
аутентичность какую-то вот сохранить. То есть нужна какая-то база, на которую всегда нужно опираться. Но, конечно же, интерпретируешь уже по-своему. А вы Своим смотрели эти почерком. фильмы, кстати? Я нет. Я обязательно восполню этот пробел. Ну, мне Но я кажется, слышала, безусловно. они слишком, потому что, мне кажется, суеверность у нас в крови, и вот этот страх, то, что это все-таки рядом, в Саилыке, рядом в Аласе, поэтому я смотрю, например, из ужасов только японские или там американские, то, что далеко, не рядом. А еще вот название такое Ичи, и уже так немного жидковато. Да. Я откладывал, но ради эфира я посмотрел. Ну, да, ну, в любом случае, то, что ближе нам, это же наоборот хорошо, это больше раскрывает нас, и чем какие-то там... Мы, конечно, можем суррогатами все время питаться, да, думая, что, ну, вот так вот. Это больше развлечение будет похоже. Потому что американские, что японские, они, конечно же, как бы технически очень такие работают, да, они пугают. Но это же не тронет нас глубоко. И все-таки нужно подпитываться и родной почвой, чтобы не просто закрываться, да, а действительно быть частью этого мира тоже. Потому что я уверен, что в этом плане нам есть что сказать. Остальному миру тоже. Вот ведь чем мне понравилась работа света. Начинается все так светло, но есть такие нотки, например, вот когда делают морс, там немного кроваво, потом морс разливается, тоже как кровь, потом чай наливают. Вот эти намеки, и потом уже все такое темное начинается. Как вот удалось добиться такого художественной картины с игрой света? Ну, самое главное, на мой взгляд, в хоррорах — это атмосфера и ощущения, которые возникают у зрителя при просмотре. И вот многие говорят, причем и мне говорили, что фильм больше раскрывался, когда они пересматривали второй раз, когда они уже знают всю структуру фильма, и тогда вот эти вот тонкие мелочи начинают раскрываться и воздействовать сильнее. Поэтому я, например, сам тоже люблю какие-то свои любимые фильмы пересматривать несколько раз. Ну, потому что каждый раз ты вдруг находишь какие-то очень интересные детали, какие-то очень интересные моменты, которые ты первый раз пропускаешь. Первый раз, когда мы смотрим фильм, мы больше смотрим, опираясь на свои какие-то там комплексы, да, какие-то свои там представления, и больше интеллектуальная вот часть работает. То есть мы смотрим, и в финале там неожиданность, и мы просто получили такое механическое «о», да. А после того, как второй раз пересматриваешь, ты вдруг понимаешь, что и в начале, и в середине уже были какие-то ростки, из которых потом все это дело выросло и сплелось, и ты уже понимаешь вот эту вот работу режиссера, как строилась эта история. И мне такие приемы очень нравятся. Соответственно, мне нравится, когда работает воображение, особенно в фильмах ужасов, чтобы не показывать какую-то там компьютерную графику в виде чудовища, да, ибо это сразу как-то вот опускает сразу историю, и если в финале мне потом показывают какую-то бабайку, воображение тут же испытывает огромное разочарование, потому что пока вот интрига нагнеталась, ты представлял себе, ой, боже, там такое, а потом раз и выскакивает что-то такое, ну да, отвратительное, да, хорошо сделанное, но не так, как ты представлял. Да. А вот оставить зрителя с его воображением, и он нарисует
гораздо страшнее картины, которые Оно ты сделает бы мог свое себе дело, даже да. вот воплотить. Да, да. И это, ну, это прием очень интересный, он рискованный достаточно, да, но впервые он был еще применен, оказывается, вот в 40-х годах в фильме «Люди-кошки». Я вот посмотрел этот фильм, и там вот не показывают, хоть и фильм называется «Люди-кошки», но там так и не показали вот этих людей-кошек. Но нам постоянно показывают какие-то тени, которые мелькают сзади, какие-то шорохи, которые приближаются. И в финале вот тайна, да, этой женщины-оборотня, но мы ни разу не видели ее в виде вот какого-то вот такого существа. Просто ее вот тело лежит, труп, и все. А то, что мы вообразили, это страшнее. Ну вот, что интересно, этот прием очень редко, оказывается, применяется в хоррорах, потому что как-то вот боятся, все-таки вот хотят, чтобы в конце зритель увидел что-то, но это чаще разочаровывает, чем как-то вот трогает, на мой взгляд. Вероятно, Костас, не зря, да, отсутствовала часть страниц в той книжке в твоем детстве. Мне кажется, это очень сильно повлияло, да. Потому что сказки без начала или без конца, они подстегивают воображение и действуют гораздо сильнее. Согласна. Так, Костас, вот в твоем фильме «Ичи» прослеживается вот сразу несколько тем. Одна из них уже бессмертная тема отцов и детей. У каждого героя своя история. Что тебе хотелось передать через героев? Какие жизненные уроки? Ну, тут больше, наверное, зритель должен был работать, потому что мы же воздействуем не только на воображение зрителя. Каждый режиссер хочет, чтобы зритель тоже работал в зале. Он не просто вот смотрел и ел попкорн, да, а потом вот вышел и вообще забыл, о чем был фильм. Хочется, чтобы были такие конструкции, которые не давали ответы, а сколько поднимали вопросы. И вот то, что вы подняли для себя такие вопросы, значит, вот какое-то отражение в истории, ну, получило, да, то есть та же проблема отцов и детей, либо там человека и природы, потустороннего и нашего мира, и так далее, и так далее. Ну, это вот такие конструкции, которые вот закладываются заранее в сценарий. То есть ты это все оставляешь зрителю? Вся работа, весь анализ? Ну, кто что для себя увидит, кто что для себя поймет. Нет, ну не так, конечно, мы все равно направляем, но мы не даем ответов, мы задаем вопрос. Информация к размышлению. Да. Вот тут поступают потихонечку какие-то вопросы, какие-то комментарии. Мы, наверное, оставим в конце минуток 10. Нет, можно да? Сейчас ответить, если уже есть. Да. Сейчас я пролистаю. Да, конечно, потому что... Ой, что-то со связью, да? Да. Вот сегодня... вопрос про... сегодня Инстаграм и другие соцсети плохо работали. Упали, я думал, что да, что-то будет такое. Только Твиттер и Телеграм. Вот вопрос был про совместимость героев. Как проверяется начитки, да? Когда при кастинге? Нет, проверяется в кадре. То есть есть видеопробы, и мы уже в кадре смотрим, как они смотрятся. Потому что кино все-таки это визуальное впечатление, визуальное искусство. И прежде всего вот в кадре они тоже должны хорошо, ну как, подходить друг к другу. Да. Спасибо за ответ. Взаимодействовать, да. Да. У меня, да, выбросило из эфира, и у меня, к сожалению, пропали комментарии, которые были вот у нас в течение получаса накоплены. Николай, ты там
найдешь, может быть, что-то. Может, их сразу Да, мы уже зачитывать, прочитали да, вопрос чтобы вот не про пропадали. совместимость. Да, может быть, тогда по ходу, действительно, чтобы Да. это все не Да. откладывать. Да. Да. Мгм. Так, ну давайте пока наши вопросы, да? Мгм. Вот Марина Васильева, которая сыграла Лизу, она приглашенный актер, да, актриса. Мгм. И Мгм. как пошла работа с ней? Как ей Якутия понравилась или нет? Ну, Якутия всех впечатляет. Тем более мы снимали в очень красивом месте, в Хангаласский Улус, село Титары. Там вот Ленские столбы рядом, вот все эти пещеры, эти скалы с рисунками. Там природа какая-то очень немножко другая, да, Да. больше такая скандинавская, что ли. Большая река. И это очень, ну, впечатляет. Очень красиво. Антураж был просто невероятный. И да, Марина хороший профессионал, она довольно-таки быстро влилась в работу, но ее, конечно, немножко обескураживала вообще вся окружающая ее совершенно другая действительность. Но, с другой стороны, это и сработало на роль, потому что ее вот эта вот немножко потерянность, это хорошо передает ее характер персонажа. Мгм. Костас, это правда, что вы очень долго искали дом для Да, съемок и да, нашли да, буквально в самый последний момент совершенно случайно? И он оказался да, таким, да. каким ты его себе представлял? Или... Абсолютно. Мы искали действительно довольно-таки долго. Мы объехали Намский улус, Мегино-Кангаласский улус, поехали один раз на Еланку, думая, что там вот будут какие-то такие отдельно стоящие в лесу дома. Но там все застроено уже дачами, и как-то все очень Обжито. благостно выглядело, да, обжито. И буквально вот сказали, что вот тут еще рядом есть маленькая деревня, там буквально там сколько там, 2 часа езды, что ли. И решили, ну раз мы так далеко уже заехали, давайте уж и туда поедем, просто посмотрим. То есть никакой надежды особой не было, мы не закладывали. И вот мы буквально не успели даже въехать в эту деревню, как видим, прямо вот на возвышении среди леса стоит вот этот самый домик. Прямо как вот Ну, это чудо, действительно, как да. как из мечты, да, как вот представлялось. Это была редкая удача. И то, что хозяева согласились, сказали, да, конечно, снимайте. Да, тем более фильм-то все-таки сюжет у него достаточно мистический. Да, Хозяева фильм могли и не пойти на это. Тут я с тобой совершенно согласна, что это удача, что они пошли навстречу. Спасибо им большое, потому что фильм действительно получился потрясающий. Ну, благодаря вот этому дому, который уже сам по себе такое обладает какой-то такой интересной энергетикой, да, да, фильм получился очень таким с интересной локацией. Согласна. Мне вот понравилась работа Матрены Васильевой, Матрены Корниловой. Матрена Корнилова, да. Обязательно сыграла свою роль. Она и мудрость народа, и хранительница якутского фольклора и традиций. Она создает местный колорит и знакомит с нашей культурой для зрителей, которые не знакомы с Якутией. Насколько она справилась с поставленной задачей? Вообще, вы довольны ее работой? Да, Матрена это же великая актриса была, к сожалению. Она вот умеет, у нее есть такая энергетика, которая в кадре очень хорошо работает. То есть ей практически можно даже не сколько вот играть, да, сколько существовать в предлагаемых обстоятельствах, и она своей вот этой вот энергией любую роль наполнит так, что она будет казаться великолепной. Поэтому это большая удача, что мы вот сумели с ней поработать.
И, к сожалению, это ее последняя роль оказалась, но зато она сейчас живет в фильме и будет дальше жить, да. В этом еще и магия кино, да, что давно ушедшие актеры, они до сих пор живы, и они до сих пор волнуют, вызывают эмоции, а значит, существуют рядом с нами все равно. Да, это согласна. Совершенно. Костас, вот мы в конце фильма «Ичи» видим всадника на коне. Значит ли это, что будет «Ичи 2»? Нет, нет. Вот это вот тот самый кадр, который и как последний пазл картины должен сложить все, всю историю. И это не задел на продолжение, да, это именно вот то, что в конце должно сгармонизировать зрителя, которого мы немножко вот так вот потрепали, да, попугали, а в конце вот раз и успокаиваем. Возвращаем обратно в мир, но уже чуть-чуть поменявшимся. Это я должна признаться к своему стыду. Николай подкинул мне вопрос. Я-то, видишь, не до конца посмотрела, а вот вопрос задала. Оправдываюсь сразу. Ну, надо посмотреть, да, там после как раз колыбельной это идет. Костас, в одном интервью вы отметили, что во время учебы вам понравился курс по монтажу. И трейлеры, они все-таки играют большую роль для успеха фильма. Вы довольны монтажом трейлера к фильму «Ичи»? Не, ну трейлер делал парень, который живет в Лос-Анджелесе. А мы об этом не знали. Да, у нас вот так вот. Благодаря интернету мир стал гораздо теснее, ближе. И вот мы можем теперь вот обращаться даже вот за океан, чтобы нам делали эти каким-то специалистам хорошим. И вот то трейлером, есть это международная команда работала над этим фильмом, так получается? Практически так, да. Понятно. Костас, а вот вопрос от меня еще такой. Многие режиссеры, отсняв фильм, то есть закончив его уже буквально, чувствуют такое опустошение. С тобой такое случается? Если да, то как восстанавливаешься? Хороший вопрос. Ну, конечно, да, случается. Это вот после «Мой убийца» я практически месяц был в какой-то перманентной депрессии, и не хотелось никуда не выходить, никого не видеть, ни с кем не разговаривать. Просто вот лежать, как будто вот все батарейки сели, и надо вот в темной комнате просто отлежаться, и все. Это очень долго длилось, да. Но это, видать, как первый опыт, да. Потом уже приходит с опытом возможность вот как-то внутренне аккумулироваться, и после ИЧИ уже восстановление, конечно, чуть быстрее пошло, да, ну, не месяц, конечно, в депрессии, но где-то так недели две никого не хотелось видеть, это точно. Но это всегда так бывает, всегда. После особенно больших проектов там режиссеры порой даже в больницу попадают, под капельницы. Рязанов в своих воспоминаниях часто об этом пишет, что после тех или иных фильмов он проходил даже такое конкретное лечение, серьезное, да, реабилитация. Поэтому вот в советское время, кстати, зная вот эту особенность, был специально такой санаторий, где после съемок отлеживались режиссеры. Ну, это говорит о том, что да, они действительно очень вкладываются. Да. Очень многое вкладывают, да, в свои фильмы. Силы, энергии. Ну, это в любом случае, да, энергии много уходит. Это же такой, ну вот месяц в перманентном стрессе жить. Вот представьте, да, что, например, вот целый месяц идет землетрясение, и надо вот
делать все время так, чтобы дом твой не обрушился. Надо все время бегать, и тут поддержать, и тут подпереть что-то, и здесь что-то заколотить, да. И вот представьте, что это длится целый месяц. А потом в конце еще приходит наводнение, и надо еще что-то там делать, а потом еще и молния ударит. И вот, наконец, когда вот месяц такой вот экстремальный закончился, ну, в каком состоянии вы будете? Вот примерно так. Для тех, кто только что присоединился, мы сегодня разговариваем с режиссером Косасом Марсаном, режиссером фильма «Мой убийца» и «Итчи», и моя соведущая Мария Колодезникова. Всем Косас здравствуйте. Сейчас в Москве, а я в Мельбурне, в Австралии. Ой, Австралия, это же совсем другой конец планеты, континент. А там сейчас зима... Весна, наверное. Весна, да. Весна, наверное. Там же совсем по-другому строится, да, тоже? И ночь, да? Сейчас почти 7 вечера. 7 вечера. Да, доброе утро из Москвы. Да. 10 утра. Но меня, конечно, больше удивляет, что весна. Не сколько часовой пояс, а вот такой пояс времен года. Коста, следующий вопрос. Да, Мария. Я хотела просто вот такой вопрос задать. Отойдем немножечко в сторону. Вот какие голливудские фильмы тебе понравились с точки зрения работы монтажеров? Ну, какие-то такие фильмы, которые, ну, предположим, большинство из нас смотрело, какая-то классика, может быть, голливудского кино. Ну, вот тоже, да, есть, говорят, такое правило, что монтажа не должно быть видно. Якобы, да, что Да. люди должны сидеть и настолько вот все комфортно идти, что они не должны чувствовать вот этих склеек. Но я считаю, это тоже такое, просто вот общая рекомендация. Да? На самом деле все зависит от конкретного фильма, конкретной задачи, вот какое воздействие на зрителя ты хочешь оказать. И порой вот резкие стыки, они действуют гораздо эмоционально сильнее, чем вот какие-то там плавные. Да? Порой даже неправильный монтаж нужен, чтобы погрузить зрителя в какое-то особое состояние, дать какую-то вот эмоцию. И в этом плане, например, мне нравится фильм «Игра на понижение». Смотрели? Нет, вот этот фильм я, к сожалению, не видела. Ну, это вот он как раз-таки вот очень монтажно именно такой дробный, да, то есть постоянно нас перекидывают из головы одного персонажа в другого, и мы видим эту историю вот как калейдоскоп каких-то очень интересных моментов. И некоторые бы сказали, нет, вот так нельзя, там слишком виден монтаж, и это плохо, да, но на самом деле, если история цельная, она работает, то такой монтаж тоже. Да, игра на понижение, вот как раз про игру биржевых этих МакКонахи там. Или не МакКонахи, я уже не помню. Я, к сожалению, это... И еще есть, ну, тоже криминальное чтиво, да, если брать фильмы, которые все смотрели, вот нелинейный монтаж, когда мы историю рассказываем не сначала и идем до конца, да, а можем конец поставить на начало, середину, финал убрать, а начало сделать где-то там в середине, все это перемешать, и это тоже работает, это тоже подстегивает зрительское воображение, и человек заинтригован, и он начинает следить за историей. Вот в фильме «Мой убийца» мы применили вот такой именно монтаж, когда события не последовательно даются, а именно вот так вот дробно, чтобы постоянно вот эта вот интрига сохранялась. Кто, что будет дальше, что за тайна там за этим эпизодом скрыто. Мне почему-то сразу в голову пришел фильм «Бойцовский клуб», говоря об этом монтаже, когда там идет резкие какие-то вклейки.
Да, да, кстати, «Бойцовский клуб» очень хороший, но там, история не сколько не линейна, да, сколько мы сначала следим за одной историей, которая потом переворачивается вообще на 180 градусов, и оказывается, что это все была совершенно другая история на самом деле. То, что мы следили как одна история, она Фокус резко потом внимания был делает не на перевес. том. Да, да, да. И это тоже было, вот именно добились именно монтажом. Вот именно таким, чтобы все время отвлекать зрительское внимание от основного, и ты только потом, при втором пересмотре, при третьем, ты уже понимаешь, что намеки-то были еще вот в самом начале. Вы заметили, что там в некоторых эпизодах очень быстро мелькает Брэд Питт? Вот, кстати, не при первом просмотре, действительно, это было, наверное, может быть, второй или третий раз. Не то чтобы это там настольное мое кино, но да, не все удалось отметить при первом просмотре. Да. Это так. Зрители подсказывают, что Нолан, фильмы «Начало», «Довод». Да, Нолан, кстати, очень хорошо вот этим приемом владеет. Он прекрасно вот умеет строить так истории, что мы всегда обманываемся, да? Он нас как-то вот так подводит к каким-то другим деталям. Как-то он делает так, что мы думаем, что этот эпизод очень ключевой, а в финале оказывается, что вот вся история перезагрузилась, и мы видим что контекст был совершенно в другом. Это очень тоже хороший такой ход. Поэтому такого рода фильмы действительно нужно пересматривать время от времени. Потому что при первом просмотре порой даже зрители иногда остаются, недовольными, да? Они считают, раз мы ничего не поняли, значит, фильм плохой. Но они просто не хотят углубляться, либо включить воображение, либо как-то чуть-чуть поработать, да? И вот при втором просмотре потом некоторые даже говорят, как же я там мог пропустить такое гениальное кино, такое оказывается, интересное. А очень многие вот эти вот хитрости, они как раз-таки закладываются еще до того, как фильм был снят, еще на уровне сценария, и вот все это дело прописывается на самом деле, оно же не случайно возникает. Такой киношный квест. Да, нужно собрать все пазлы. Костас, какие ваши 5 любимых фильмов, которые вы пересматриваете несколько раз? Ой, их не только 5. Но если... Вот я очень люблю пересматривать «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Это 82-го. Это первая часть, то есть не Вильнёвская, да, а именно первая. Вот как он там создал атмосферу, как вот этот вот город построен, как атмосфера киберпанка, да, там столько вкусных мелочей, что я не понимаю, как можно этот фильм понять за всего лишь один просмотр. Там надо несколько раз, и каждый раз, когда ты пересматриваешь это, ты что-то новое открываешь для себя. И либо какую-то там мелочь, которую упустил, либо тот взгляд, который потом сработает в финале. Это вот очень интересно вот каждый раз погружаться в эту атмосферу. Поэтому вот это одна из моих настольных, если так можно сказать, фильмов, которые я время от времени очень внимательно пересматриваю. И потом из таких вот фильмов, у Стэнли Кубрика у меня много таких фильмов, которые я люблю пересматривать. Например, «С широко закрытыми глазами». Там тоже очень бывает просто вот не концентрируешь на этом внимание при первом просмотре, но при втором, третьем просмотре ты вдруг понимаешь, что вся эта история случилась не случайно, что случайностей нет, что все вот как-то вот строилось, и намеки уже были в воздухе задолго до того, как вот финал случился. Потом еще мне очень нравится
Знаете, мне очень нравится на самом деле смотреть еще и такие старые фильмы ужасов, таких вот 70-х, 80-х годов, да, когда они еще так очень, ну так, полулюбительские, не очень, очень дешево как-то так сняты. С Но, примитивной компьютерной графикой. да, с примитивной компьютерной графикой, с плохой применялись, актерской да, игрой. другие да, инструменты передачи смысла. Но при этом ты вдруг в них находишь какой-то такой интересный прием или какой-то такой сценарный ход, что прямо думаешь, вау, А что это за это фильм, надо если не обязательно... секрет? Потому что я тоже, например, люблю всякие ужастики 80-х, 90-х, ну, каких-то там 70-х. Дракула. Нет, это уже серьезный фильм, да. А что, я прослушала, что? Я говорю про то, что это бывают часто такие из разряда трэш-кино, да? Ну, например, «Кровавая ферма». Вот я опять не смотрела, да что ж такое-то? Вот. Это не «Кровавая ферма». Нет, это сняли, между прочим, вообще два подростка, этот фильм. Они снимали вот свою ферму. Да, играла злодейку их мама. Они сами близнецы, да, и поэтому им вот как бы хорошо это удалось вот это вот создать. И уровень такого хорошего трэша и как такого драйва там такой, что это тебя заражает тоже, да? Это, да? Да, каннибалы, да, там вот как раз такая тема. Те, кто любит вот эту вот резню бензопилой, я думаю, что получат такое эстетское удовольствие. Он смешной, да, по ходу, но при этом там есть моменты, которые при хорошем исполнении могли бы стать очень-очень таким хорошим фильмом. Но вот занимаясь такой вот раскопкой, может, все-таки вот первое образование как историка влияет, что я люблю вот копаться именно в таких архивах и находить какие-то интересные приемы тоже оттуда, потому что это же опыт, это тоже некое богатство, которое было ну как оно есть, и почему бы это не использовать, почему бы это не исследовать, почему бы оттуда тоже не заимствовать что-то. Иначе мы каждый раз будем открывать Америку, и то, что было когда-то, да, будет считаться новым сейчас, а на самом деле оно уже было. Или вот, например, фильм «Карнавал душ», да? Тоже очень в 60-х годах интересный такой фильм, который вот как раз-таки вот этот вот перевертыш, да, вот «Другие», вот мы же в свое время, когда вышел фильм «Другие» с Николь Кидман, все говорили, боже, какой неожиданный ход, оказывается, она была призраком, и вся эта история. Так этот прием уже был. Вот фильм «Карнавал душ». Все новое, хорошо забытое старое. Все, да, все. И нам ничего не мешает сейчас пользоваться всеми этими богатствами, чтобы открывать еще другие какие-то берега. Потому что когда ты знаешь какие-то, насмотрен, ты знаешь, и можно уже с этим работать. Потом я очень люблю пересматривать такого итальянского режиссера Марио Бава. И у него есть прекрасный просто фильм «Черная суббота» называется. И вот из этого фильма вот вышла франшиза «Байки из склепа», например. Целая вот потом индустрию создали таких короткометражных фильмов ужасов. Да. И вот Марио Бава мне нравится тем, что он совершенно безбашенный и использует какие-то такие интересные приемы, которые уже стали классикой. Они настолько уже вошли, сейчас стали такими расхожими, даже штампами хорроров, что мы сейчас при
ну, как уже сейчас современный зритель, он их не воспримет как что-то неожиданное, да, но в то время это было, ну, воздействовало на зрителей, конечно, очень-очень сильно. Это тоже надо учитывать при просмотре вот тех фильмов, которые я говорил. К нам поступил вопрос. Угу. Сейчас я... Как относится Костас к Евгению Баженову, Бэдкомедиан? И как думаете, появится ли в якутском сегменте блогосферы свой Бэдкомедиан с развитием киноиндустрии? Ну, обязательно появится. Обязательно появится. Так, как только появляется какая-то новая специальность, да, какое-то новое явление, вокруг него, ведь в кино же работают не только вот операторы, актеры, да, специалисты по гриму, художники, да. Это потом начинается дальше. То есть там должны работать бухгалтера, экономисты, маркетологи. Это должны работать авторы, это литераторы, которые пишут сценарии. Это уже как вот некий водоворот, туда начинает аккумулироваться энергия очень-очень многих людей. Потом обязательно нужны и такие технические чисто специальности, да, там что-то построить, что-то прибить. Это же тоже все декорации. В этот водоворот тоже. Да, та же логистика. И это все потом превращается, ну, в живую, нормальную, работающую, профессиональное такое вот явление, индустрию. И это очень хорошо. Это вот дает новые рабочие места, это аккумулирует определенные средства, деньги, идеи. И не нужно считать, да, что кино — это какое-то вот занятие каких-то там только творческих сил. Нет, там это только вершина айсберга, потому что дальше идет огромный фундамент, на котором вот строятся и вполне себе технические специальности. Инженеры, которые должны придумать какие-то интересные приспособления, по которым будет двигаться, например, камера, да, это же тоже надо все. Ученые могут какие-то разработки свои вот с линзами, с фильтрами и прочими. Потом целая компьютерная графика, то есть IT-индустрия с ним начинает работать. И это хорошо, то, что вот у нас в республике появилась и такая вот возможность тоже. Создать полноценную команду, которая обеспечит потом синергетический эффект, да, картине. Да, совершенно верно, синергетический эффект, то есть индустрия, которая вот объединяет в себе очень-очень много течений и создает новые возможности. А насчет бэдкомедиана, ну, если он у нас в якутском сегменте появится, то хорошо, почему нет? И такие тоже, то есть появятся тоже, да, которые анализируют и делают обзоры. Какой-то, да, обзор к этим фильмам. Это же тоже приложение, да, то есть человек тоже от просмотров потом получит какие-то средства. Это же тоже хорошо. То есть одно за другим, там цепочка целая, пищевая, как в природе, целая такая пирамида возникает. Николай, я, к сожалению, у меня нет возможности отсматривать комментарии, которые мы получаем в процессе эфира. Так что... Да, я буду следить. Следи, пожалуйста. Я вот еще вопрос, наверное, задала бы. У нас уже, я смотрю, час прошел. У тебя есть любимые режиссеры, Костас? Вот чей стиль тебя вдохновляет, оказывает на тебя какое-то влияние? И какой жанр кино тебе самому ближе? Ну, мне очень нравится Лантимос, ну, из современных. Это вот, «Убийство священного оленя», «Лобстер», «Фаворитка». Вот мне его стиль очень нравится. Такой как он... нестандартный. Совершенно. Такой, да. Прямо скажем. И это очень хорошо, потому что кино же не про реальную жизнь. Это все-таки про воображение. И в кино все равно мир должен быть немножко такой другой, немножко смещенная реальность. И вот именно
такие режиссеры, которые создают такой странный, немножко потусторонний мир, они мне очень нравятся. Тот же Стэнли Кубрик. Вот у него время очень интересно течет в его фильмах. Роберт Земекис, между прочим, несмотря на то, что вот у него такие, да, вроде бы простые, но на самом деле очень непростые, потому что создать вот такую структуру это очень-очень сложно. И как он умеет вот это вот дело сделать, это просто вот восхищение вызывает. Линч мне очень нравится, Дэвид Линч. Я, кстати, так и не поняла его Малхолланд Драйв. Я, правда, делала несколько попыток, но я, к сожалению... Вот это вот, да, действительно. Тут ведь требования к истории есть же не только у зрителей, да? То есть вот зритель пришел, ну давай развлекай нас, да, чем-нибудь удиви. Но на самом деле требования какого-то уровня есть и у режиссеров от зрителя. И если вы что-то не поняли, да, значит, надо еще над чем-то углубляться. поработать. Да. Надо над чем-то поработать, надо еще раз пересмотреть, надо еще раз там. На самом деле это очень логичная, очень понятная, просто прозрачная история. Она как бы форма сложная, да, форма сложная. Но когда вот в этом перевертыше оказывается, что это все был сон неудачливой голливудской актрисы, которая воображала себя такой успешной, да, звездой, а на самом деле статистка массовки и ничего собой не представляет, живет в каком-то дешевой халупе и находится вообще в страшной депрессии на грани самоубийства. Но об этом, вот все эти, опять же, о тропах, да, намеки на это вот расставлены в первой части фильма, которая вот такая, больше детективная. И ты не понимаешь, надо откуда еще раз вот посмотреть, это вот... потому что... Да, я это и делала, Да. сколько, лет 20 назад, когда он вышел. Там надо обратить внимание буквально на первый кадр, где кто-то ложится на подушку. Так, все. Цвет Я знаю, этой чем я подушки. займусь сегодня вечером. Цвет этой подушки, и в финале обратите внимание на цвет постельного белья у этой вот девушки-неудачницы, и все встанет на места. Вы уже сказали, что у вас образование историка. Как вы думаете, как можно вот разделить историю якутского кино, ну вот прямо сейчас, на периоды, и какие режиссеры, фильмы повлияли на, ну, ход истории, сыграли большую роль? Ой, ну не знаю, как сказать, историки же тоже, они должны отступить на некоторое расстояние, да, чтобы стало большое видно. А история якутского кино, она пока еще не настолько длинна, ну, по времени, чтобы вот как-то отступить была возможность и посмотреть общую картину. Ну, я могу, конечно, выделить какой-то этап вот в 90-х годах был, когда Сахафильм только учредили, и стояла задача снимать классику ремонт. Да? У меня тут Вечная ремонт у проблема. соседей, извините. Да. И стояла задача вот экранизировать якутскую классику. Вот. И они вот этим и занимались, да, как-то как шатка не валка экранизировали якутскую классику, никто ее не смотрел, но при этом как бы все это дело было, да, на государственном обеспечении. Но вот с нулевых возникли независимые компании, которые стали снимать именно какие-то свои истории на каком-то своем внутреннем драйве, то, что им интересно. И это нашло очень сильный отклик в зрителях, которые вдруг вот полюбили вот это вот такое кино. Вот и пока вот так.
И сейчас вот этот тренд продолжается. Сейчас уже, конечно, и к визуалу очень большие уже требования, к звуку, к актерской игре. Уже интересные такие фильмы появляются, которые очень профессиональные, хорошо сделаны. И думаю, что следующий этап вот как раз придет, когда придет еще новое поколение, которое выросло уже на этих фильмах, и это будет интересно, как они уже интерпретируют эти истории. Мария? У меня здесь, на самом деле, все меньше и меньше возможностей, потому что все громче и громче сверлят. Я просто смотрю, что у нас эфирное время уже больше, чем за час. Да. Не очень хочется отрывать Костаса, вот, занимать его время. В принципе, заключительный... У тебя есть какой-то еще вопрос, Николай? Вот у меня есть заключительный. Есть? Давай, задавай, да. Потом я. Так. Пока звук выключу. У многих режиссеров есть свои тандемы с композиторами. Например, Джон Уильямс, Стивен Спилберг, ну и другие. У вас уже есть конкретный композитор, с которым я бы поработал? Ну, в «Мой убийца» я работал с Николаем Михеевым. Это вот наш очень хороший композитор. И вот вся эта музыка, потому что я считаю, что в кино музыка имеет огромное значение. Оно отвечает за атмосферу и за то интуитивное, чего не видно в кадре. Вот состояние тревоги, да, состояние радости, состояние ужаса, беспокойства, какие-то такие очень тонкие эмоции нужно передавать не просто иллюстративно, да, там люди радуются, и значит, надо какую-то там мажорную музыку пустить. Нет, иногда может музыка работать на контрапункте. Все радуются, а звучит очень грустная музыка. И это создает тот самый необходимый контраст, ту эмоцию, которая нужна. А в ВИЧИ я работал с Андреем Гурьяновым. Это тоже очень талантливый экспериментатор от музыки. У него много... Он не по классическим канонам работает, да, он делает музыку, которая вот как бы больше на шумах, на шорохах, на каких-то очень интересных таких вот звуках. И мне было в этом плане интересно, как вот московский композитор интерпретирует якутскую музыку вот в таком стиле. И получается, вот да, мне несколько композиторов, но при этом с Михеевым Николаем мы работали и над оперой, мы поставили оперу Юкуаныки, над балетом «Черная лиса». И вот думаю, что сотрудничество наше продолжится, да. Мария, ваш вопрос? Постараюсь быстро успеть его задать, пока здесь не шумят. Костас, подскажи, пожалуйста, вот тем, кто мечтает снять свой фильм, хочет, то есть, попробовать себя в роли режиссера, какие советы ты дашь? Ой, ну советы вообще дело давать неблагодарное. Как правило, советы не работают вообще. Никто к советам не прислушивается. Это вот из поколения в поколение идет. Поэтому, ну вот если внутри горит, если внутри есть убежденность, что история будет интересная, что она захватит людей, что прежде всего история тебе интересна, то надо снимать. Даже если нет опыта, даже если нет образования, да. Кино — это вот такое искусство, где действительно никто не знает, как правильно. И вот если хочешь начать, просто начни. Я уже приводил примеры, вот та же «Кровавая ферма», да, оно снято вообще любителями, подростками. Но трэш-хорроров и свое влияние оказало в свое время. Годар тот же, да, который фильм «На последнем дыхании», он вообще
устроил революцию кинематографа. То есть до этого так не монтировали, а потом стали так монтировать. Поэтому даже если выйдет какое-то безумие, может быть, это будет хорошее безумие, которое очень сильно найдет повлияет. своего зрителя. Да, да. Так совпало, что сегодня День учителя. Костас, поздравляем вас с этим праздником. Мы знаем, что вы работаете учителем. Каким вы были учителем? Строгим, добрым? Ну, вы открываете такие подробности моей биографии, да, очень ранние. Да, после университета я работал некоторое время учителем истории, причем учителем истории в вечерней школе, где приходили уже не ученики, да, а такие уже люди, которые хотят закончить, получить полное среднее образование, которые в свое время по каким-то причинам ушли из школы. И вот как в фильме «Большая перемена», да. Приходилось работать вот с ними. Причем проблем не было, очень хорошие ребята были, очень заинтересованные. Вот действительно, как бы не как школа, да, где тебя надо заставлять учеников вот сидеть и слушать. Нет, это вот уже осознанный выбор. Они уже некоторое время где-то поработали, а потом уже хотят получить среднее образование, и это их выбор был в жизни. Поэтому очень глубокие, интересные. У них было что рассказать мне тоже, у них был свой жизненный опыт интересный. И мне очень понравился вот этот опыт. А строгий я или не мягкий, я сказать со стороны не могу. Это надо учеников спрашивать. Спасибо. И кого... Да, спасибо вам тоже. Да. Последний вопрос. Кого из учителей вы можете вспомнить яркие, учителя из вашей из своей жизни? Школы? Я сразу вспомню, что у нас был учитель истории очень хороший, Ринат Мустафович Рахматуллин его звали. Он был татарин, работал в Бердянской средней школе, и прекрасно и любовь к истории возникла из его уроков у меня. Потому что он очень интересно преподавал, и преподавал не вот так да, например, история средних веков, эпоха Елизаветы Петровны, и ты какую-то там абстракцию впадаешь и не понимаешь, при чем тут эта Елизавета, и что было, да. А он говорил, что Елизавета I, а в это время в Московском царстве правит Иван Грозный. И ты вдруг понимаешь, что это же современники, это же все одновременно в это время происходило. И как-то какая-то очень интересная общая картина мира складывается. То есть он давал материал гораздо больше, чем, шире, не по учебнику, а именно рассказывая, да. И когда мы даже спрашивали, когда эпоха великих географических открытий, да, говорим, что испанцы ехали в Южную Америку, вообще Америку открыли, да, там колонизировали, что-то там новые земли открывали. А почему в это время Московское царство никуда не шло? А он говорил, вы посмотрите, да, а в это время осваивалась Сибирь, а Якутия когда была присоединена. И ты понимаешь, что да, действительно, движение шло как в эту сторону, так и в эту сторону. И это был тоже общий исторический тренд. Это дает более такую полную картину мира, не просто узкую. И этим и хорошо. Спасибо. Все. Костас, хотим тебя поблагодарить за такой интересный эфир. Спасибо, что нашел для него время. Спасибо вам. И мы будем с большим интересом следить за дальнейшими твоими творческими успехами. У меня шум, спасибо, я вам отключу звук, большое. Но я буду эмоционально махать. Очень рад был, Мария, встретиться тоже, хоть так. Мы просто знакомы. Да. Спасибо большое за... Большое спасибо, тоже очень рад познакомиться. Николай, тебе спасибо тоже, да, за Мария, приглашение. Как-нибудь, надеюсь, буду в Австралии.
Да, здесь бывает кинофестиваль, и они очень интересуются якутским фильмом, якутским кино. Хорошо. Поздравляю всех Будем... учителей с праздником и доброго дня Да, всем. учителей. До свидания.